Добрый день, уважаемые слушатели! Вашему вниманию представляется вторая видеолекция курса видеолекции дисциплин поликультурное образование «Понятие и содержание поликультурного воспитания школьника». И читаю я, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики начального и дошкольного образования Педагогического института Бурятского госуниверситета Павлова Светлана Алексеевна. План лекции. Содержание поликультурного воспитания в школе. Основы воспитания толерантности учащихся. В последнее время процесс воспитания понимается как слияние взаимодействия мировых и национальных культурных ценностей. Поэтому, рассматривая теории поликультурного воспитания и образования, необходимо опираться на практику мультикультурного воспитания в целом, которая ориентируется на интеграцию, синтез глобальной и многонациональных культур воспитания. Утверждая это, мы опираемся на все часто повторяющиеся факты влияния процесса глобализации на культуру и воспитание во многих многонациональных государствах. Данный процесс ведет к исчезновению национального многообразия культуры и воспитания. Такие современные подходы позволяют уточнить методологический аппарат поликультурности. Следовательно, поликультурное образование нами понимается как система обучения и воспитания, при которой обучающиеся на теоретическом и практическом уровнях овладевают системой ценностей, знаний, умений, навыков, выработанных в рамках нескольких культурных картин мира с присущими им научно-рациональными, этносоциальными, этнопсихологическими, религиозными, конфессиональными, языковыми особенностями. При раскрытии двух идентичных по значению понятий мультикультурность, мультикультурное воспитание, поликультурное воспитание, важно учесть, что эти термины в педагогической науке различны лишь по своему происхождению, а смысл и значение их остается неизменным. Понятие мультикультурное воспитание или образование впервые оформляется в педагогике к середине 1970-х годов и в дальнейшем используется в мировых педагогических словарях и энциклопедиях, таких как Международный словарь по образованию 1977 года, Энциклопедия исследований в области образования 1982 года и Международная энциклопедия образования 1985 года. Одним из основоположников данного понятия является Джеймс Бэнкс, утверждающий, что мультикультурализм образования – это и есть предоставление равных образовательных возможностей учащимся разных социальных, расовых, этнических групп. Однако исследователи Голдник и Шин, американские исследователи Голдник и Шин рассматривают мультикультурное воспитание как стратегию, в условиях которых культурное окружение учащихся определяется как среда позитивная и существенная для школьного обучения. Их мнение уточняет американский ученый Ким, характеризуя мультикультурное воспитание как педагогическую поддержку понимания учащимися фактов, позиций, мнений, форм поведения на основе собственных и иных этнокультурных истоков. Канадские ученые Элио и Флейерас предлагают рассматривать мультикультурное воспитание как широкую вариативность методов включения учащихся в культурное многообразие. Международный словарь по образованию 1985 года дает более обобщенное представление мультикультурного воспитания, включающее организацию и содержание педагогического процесса, в котором представлены две и более культуры, отличные по языковому, этническому, национальному или расовому признаку. Международная энциклопедия по образованию 1994 года формулирует мультикультурное воспитание как усвоение знаний об иных культурах, осознание различий и сходств общего и особенного между культурами, традициями, образом жизни, формирование позитивного, уважительного отношения к многообразию культур и их представителям. Отечественная педагогика разнопланова в подходе к поликультурности, мультикультурности, и поэтому она опирается на понятие позиции и понятия двух ведущих ученых – Гукаленко и Корягинцева, делающих акцент на социализации
и интеллектуальной, эмоциональной и духовной идентификации индивида, развитие личной культуры по мере вхождения в другую культуру. Оба подхода этих ученых дополняют друг друга. Следовательно, можно обозначить об определении поликультурности и мультикультурности как признание социальных, политических, экономических реальностей культурно-разнообразного комплексного взаимодействия. При этом здесь важен учет в общеобразовательном процессе культурной, расовой, половой, гендерной, религиозной, классовой принадлежности личности. Проблема поликультурного образования в нашей стране сначала сводилась учеными к проблеме национальной школы, затем к проблеме многонациональной школы в полиэтнической среде. При более глубоком подходе на новом уровне анализа она преобразовалась в проблему школы, общечеловеческой культуры, эффективного диалога культур. Проблема поликультурного образования и проблема национальной школы близки и одновременно достаточно отличаются друг от друга, но они самостоятельны. Это проблема не моноэтнической, а многонациональной школы в поликультурном социуме. Важно отметить, что поликультурное образование есть не какой-то самостоятельный вид образования, оно консолидируется на базе существенных систем национальных школ открытого типа, ориентированных на сосуществование своей этнической самобытности с другими в мировом пространстве многообразия культуры. Поликультурное образование – это решающее средство достижения единого федерального образовательного пространства, указанного в законе РФ об образовании, интеграции в общемировое образовательное пространство. Изучение публикаций по данной проблеме, теоретическое осмысление педагогических реалий современной России дает основание выдвинуть и научно обосновать основные положения концепции поликультурного образования. Согласно концепции поликультурного образования, в школе определены его цель, задачи на современном этапе развития общественных ценностей. И цель поликультурного образования – это формирование человека, способного к активной и эффективной жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной среде, обладающей развитым чувством понимания и уважения других культур, умениями жить в мире и согласии с другими людьми разных национальностей, рас, верований. Из этой цели вытекают конкретные задачи поликультурного образования. Во-первых, глубокое и всестороннее овладение учащимися культурой своего собственного народа, что является непременным условием интеграции в другие культуры. Далее, формирование учащихся представлений о многообразии культур в мире, в России. Воспитание позитивного отношения к культурным различиям, обеспечивающим прогресс человечества в условиях самореализации личности. Далее, создание условий для интеграции учащихся в культуру других народов, развитие умений и навыков продуктивного взаимодействия с носителями различных культур и воспитание учащихся в духе мира, толерантности, гуманного и межнационального общения. Объект поликультурного воспитания – это многоэтнический, многокультурный социум в пределах какого-либо государства. Многонациональные школы – часть поликультурного социального и образовательного пространства, сложной социальной и педагогической структуры, включающей в себя 3 подсистемы – общности учащихся, родителей, педагогическое сообщество учителей, ученых-педагогов, школьных управленцев и политические и экономические институты многонационального социума и государства. Объекты следствия процессов глобализации и интеграции современного мира имеют тенденцию к укрупнению и расширению. Например, содружество государств, ранее называвшихся СНГ, интегрируются в социумы Западной Европы и так далее. Подобные предпосылки интеграции и создания общего культурно-образовательного пространства могут быть реализованы при соблюдении условий равноправия, добровольности, учете взаимных интересов, согласованности и одновременности выполнения действий, унификации стандартов и прочее. Следовательно, объект поликультурного воспитания – это многокультурный гетероэтнический социум в пределах общего государственного пространства. Групповые субъекты поликультурного воспитания объединяют этническая, языковая, историческая и религиозная общность, культурные традиции и так далее.
При определении субъектов поликультурного воспитания многие педагоги имеют расхожее мнение. Так, субъекты поликультурного воспитания – это все субкультуры, могут быть женщины, пожилые люди, люди с задержками в развитии, такой одаренные люди, малоимущие люди, сексуальные меньшинства и так далее. В Международной энциклопедии образования от 1994 года дается перечень субъектов поликультурного воспитания, который ограничен рамками национальных, расовых, этнических культур. Таким образом, в качестве групповых субъектов воспитания в многокультурном, многоэтническом обществе выделены субкультуры, которые характеризуются как этнические, культурные, языковые, а также субкультуры в статусе национального меньшинства или большинства. В полиэтнических регионах всегда определяется доминирующий тип цивилизации, его носители и ведущий в культурном и политическом отношении этнос или этносы. Например, в России доминирует русская цивилизация, включающая в себя сплав культурных и религиозных традиций Востока и Запада. Этнокультурные группы, как субъекты воспитания, обладают уникальной исторической, языковой, культурной, генетической и иной общностью, разнообразием. Этнокультурная идентичность современного русского сознания имеет социокультурную направленность, любовь к России, русской культуре, владение русским языком. В самоидентификации русских главенствует ориентир на традиционные ценности, несмотря на исторический советский опыт и западные идеалы. Русская идентичность носит открытый характер, тем самым утверждается мнение, что Россия есть общий дом для многих народов, где они должны обладать равными правами и обязанностями по отношению к себе, стране, другим народам, проживающим на этой территории. И здесь уместно привести определение Джеймса Бэнкса. Мы можем осмыслить, понять свое прошлое, свою культуру, только взглянув себя глазами представителями других культур. Национальные меньшинства, представители субкультур – еще один субъект поликультурного воспитания. Меньшинство есть малая часть целого какого-либо народа, но каждая субкультура обладает собственной культурной средой, психологией, этим она отличается от других этногрупп. Субъекты могут состоять из представителей разных этносов, у них может не быть оригинального языка, они могут объединяться, будучи далекими этнически и по языку, но близкими по культуре, религии и так далее. Разнообразие субкультурных групп порождено историческими, социокультурными и иными особенностями их возникновения. Выделяются следующие типы субъектов воспитания. Коренные или автохтонные группы, не обладающие государственной культурной автономией, например, народности Севера, Дальнего Востока в России, индейцы народности Север США и другие. Следующие, имеющие государственную культурную автономию и самостоятельность, титульные этносы в этнических республиках России, шотландцы в Великобритании, уйгуры, тюнгане в Китае и так далее. Далее, национальные меньшинства, оформившиеся на протяжении нового и новейшего времени, такие как афро- и латиноамериканцы в США и Канаде, диаспоры разных народов. И последнее – это новая иммиграция второй половины 20-го, начала 21 веков. Укрупнение объектов поликультурного воспитания приводит к количественному и качественному изменению субъектов, нуждающихся в защите культурно-образовательных интересов. Сегодня это этнические меньшинства отдельных государств, то в будущем это ведущие этносы малых стран Европы. Глобализация может влиять на степень защищенности статуса групповых субъектов воспитания. Существенная опасность для культурно-образовательных интересов этнокультурной группы Европы представляет культурный империализм или тотальная экспансия англо-американского языка и культуры. Для его ослабления необходимо устанавливать определенные педагогические барьеры. Воспитание должно гарантировать личности право на свободный доступ к качественному образованию. В континентальной Европе следует сохранять культурно-лингвистическую диверсификацию, не допускать превращения английского в универсальный язык обучения. Но эволюция свойств субъектов поликультурного воспитания – процесс неизбежный. Под воздействием мультикультурной, мультиэтнической среды в результате общения с иными этносами у каждого группового субъекта неизбежно будет трансформироваться язык, культура
и генетический фон. Педагогам нужно учитывать индивидуальную субъектность, идентичность, культурные характеристики отдельного учащихся и его самоидентификацию. Что же такое самоидентификация? Процесс установления человеком собственных взглядов с культурными нормами окружающего мира. Она начинается в раннем детстве и в дальнейшем качественно нарастает. На самоидентификацию существенно влияют многие факторы. Например, дети, рожденные в смешанных браках, трудно самоидентифицируются. У них происходит трансформация этнокультурного самосознания. Вместе с тем формируется толерантное отношение к вопросам расовых различий и национальной принадлежности. В многонациональной педагогической среде пути самоидентификации могут быть различные. Либо полная поддержка групповой идентичности, уклонение диалога с представителями других культурно-этнических групп, либо маргинальная самоидентификация, которая может вырастать в личность, когда личность не овладевает ни одной из культур и не испытывает внутренний психологический дискомфорт. Либо изменение личности, этнокультурной самоидентификации, позволяющей владевать богатствами иных культур без ущерба для собственной. Личность, как отдельный субъект поликультурного воспитания, претерпевает существенные изменения при идентификации и самоидентификации. Это активный процесс самоопределения, при котором вырабатывается отношение к себе, микросоциуму, национальной мировой культурам. Функции поликультурного воспитания подвижны, могут менять свой ориентир в зависимости от изменений в общественных, экономических, политических и социальных отношениях в том или ином обществе. Ведущая функция поликультурного воспитания – это становление людей, носителей родной, общенациональной и мировой культур, способных к открытому, свободному, гуманистическому выбору культурных ценностей и творческому саморазвитию. В современном российском обществе функции поликультурного воспитания предусматривают устранение в сознании личности противоречия между системами и нормами воспитания и обучения доминирующих наций с одной стороны, этнических меньшинств с другой, взаимная адаптация субъектов воспитания, отказ большинства от культурного диктата, формирование представления о многообразии культур и их взаимосвязи, осознание важности культурного многообразия для самореализации личности, воспитание позитивного отношения к культурным различиям, развитие умений и навыков взаимодействия у носителей разных культур. Принципы поликультурного воспитания базируются на общих законах и закономерностях социума, в котором проживает человек. В частности, принципы поликультурного воспитания в России ориентируются на общие педагогические принципы отечественной педагогики. К ним относятся воспитание человеческого достоинства, высоких нравственных качеств, воспитание способности сосуществовать с социальными группами разных рас, религий, этносов и так далее. Воспитание готовности к взаимному сотрудничеству, признание взаимной ответственности за положительный характер межэтнического, межкультурного общения, гуманистический характер воспитания и образования в межнациональном социуме, приобщение к малым русской, общенациональной, российской и мировым культурам для духовного обогащения и развития планетарного сознания, формирование готовности умения жить в многокультурной среде. Академическое образование всех учащихся, независимо от их этнической принадлежности, поможет определить цели поликультурного воспитания. Данные цели должны быть основаны на воспитании взаимного уважения, понимания необходимости вести толерантный межкультурный диалог, становлении личности без негативных культурных стереотипов, передаче истинной информации об иных культурах, преодолении предубеждений и поощрении терпимости, содействие достижения идеалов демократии и плюрализма. Джеймс Бэнкс определил главную цель поликультурного воспитания – это сформулировать у учащихся навыки, отношения, знания, которые им нужны для функционирования своей этнической культуре, доминантной культуре страны и культуре других этносов. Таким образом, поликультурное воспитание формирует три группы целей: плюрализм, как уважение и сохранение культурного многообразия, равенство, как поддержка равных прав на образование и воспитание,
объединение, как и формирование молодых поколений в духе общенациональных, политических, экономических и духовных ценностей. Следовательно, цели поликультурного воспитания ориентируются на социокультурной идентификации личности, освоение системы понятий и представлений о поликультурной среде, воспитание положительного отношения к диверсифицированному культурному окружению, развитие навыков межнационального общения в позитивном психологическом климате между всеми участниками воспитательного процесса, независимо от этнокультурной принадлежности. Цели поликультурного образования достигаются поэтапно. Воспитание непротивления культурному многообразию, признание уникальности иных культур, понимание признания неизбежности культурного многообразия, принятие многоэтнического, многокультурного социума, воспитание интереса к другим культурам, межкультурное взаимодействие. Задача поликультурного образования – это, во-первых, постижение культуры собственного народа, во-вторых, воспитание представлений о культурном плюрализме в современном мире, формирование положительного отношения к культурным различиям, в-третьих, создание педагогических условий для интеграции культур. Далее, развитие поведенческих навыков общения представителями иных культур и этносов и воспитание в духе мира и сотрудничества. Главная образовательная цель в школах России предусматривает воспитание учащегося, способного к эффективной жизнедеятельности в многонациональной поликультурной среде, обладающего обостренным чувством понимания, уважения к другим культурам, умением жить в мире и согласии с людьми разных национальностей, рас, вероисповеданий. В системе реформирования содержания образования России ведущая роль отводится учету особенностей контингента обучающихся в зависимости от их национальной принадлежности, языка, места проживания, религии, культуры. Это связано с тем, что учащиеся представители разных этнокультурных групп часто сталкиваются с множеством образовательно-воспитательных проблем. Невнимание педагогов к особенностям культур представителей разных этнических групп отрицательно сказывается на мотивации учащихся. Причиной такой ситуации в школе – это отсутствие педагогических ресурсов, учебных материалов, времени, поддержки со стороны администрации учебных заведений и недостаток педагогических поликультурных знаний педагогов. Существуют разные модели поликультурного воспитания. Одну из первых моделей мультикультурности предложил Джеймс Бэнкс. Модель А предусматривает построение учебного процесса с курсами с уклоном на традиции доминирующей культуры. Модель Б проявляется в виде дополнения компонентами малых культурных групп. И модели С и Д рассматривают учебный материал с опорой на культуры всех этногрупп. Именно последние модели соответствуют идеям поликультурности. Современное содержание поликультурного образования включает несколько главных блоков. Освоение соответствующих знаний, овладение средствами межнационального общения, воспитание гуманного отношения к культурно-разнообразному миру. Знания разъясняют основные понятия суб-, макро- и мировой культур. Воспитание гуманистической, мировоззренческой позиции предполагает личностно ориентированное воспитание, учитывающее индивидуальные особенности учащихся. Содержание поликультурного образования предусматривает диалог культур при изучении учебных дисциплин, что требует построения перспективных учебных планов с изучением культур этнических групп, включение в преподавание материалов по истории традиций национальных меньшинств. Иногда при определении содержания образования в многонациональном классе возникают педагогические, этнокультурные, билингвальные языковые проблемы теоретического и практического значения. Определяя содержание поликультурного воспитания, можно отметить два направления педагогической деятельности. Наполненность, яркость, самобытность определенных знаний поликультурной направленности и сумма знаний, умений и навыков, которые позволяют выпускникам школ успешно действовать в многоэтнической и многокультурной среде. Актуальность проблемы толерантности связана с тем, что сегодня на первый план выдвигаются ценности и принципы, необходимые для общего выживания и свободного развития. Этика, стратегия ненасилия, терпимости к чужим и чуждым позициям, ценностям, культурам, идею диалога и взаимопонимания, поиска взаимоприемлемых компромиссов и так далее. Что же такое толерантность? Это то, что делает возможным достижение мира и ведет от культуры войны к культуре мира.
Так говорится в Декларации принципов толерантности, принятой Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 1985 году. Толерантность это также миролюбие, терпимость к этническим, религиозным, политическим, конфессиональным, межэтническим разногласиям, признание возможности равноправного существования другого. Толерантность – это человеческая добродетель, искусство жить в мире разных людей, идей, способность иметь права и свободы, при этом не нарушая прав и свобод других людей. В то же время толерантность – это не уступка, снисхождение или потворство, а активная жизненная позиция на основе признания иного. В словаре Владимира Даля слово «терпимость» трактуется как свойство или качество, способность что или кого-либо терпеть, только по милосердию, по снисхождению. Подобным же образом трактуется данное понятие и большинство современных словарей. Так, современный словарь иностранных языков определяет понятие толерантность как терпимость, снисходительность к кому-либо, к чему-либо. Большой энциклопедический словарь под редакцией Прохорова трактует толерантность как терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведением. Расширенное определение толерантности, раскрывающее необходимость и позитивную сущность данного качества, содержится в краткой философской энциклопедии, где толерантность – это терпимость к иного рода взглядам, нормам, привычкам. Толерантность необходима по отношению к особенностям различных народов, наций, религий. Она является признаком уверенности в себе и сознания надежности своих собственных позиций, признаком открытого для всех идей и течений, который не боится сравнения с другими точками зрения и не избегает духовной конкуренции. И если рассматривать толерантность в обиходе, в понятиях различных других народов, здесь есть некоторые другие разногласия в прочтении этого понятия. Более же полным предоставляется определение терпимости, как данное в словаре под редакцией Усейнова и Куна, как терпимость моральная, качество, характеризующее отношение к интересам, убеждениям, верованиям, привычкам и поведению других людей, выражается в стремлении достичь взаимного понимания и согласования разных интересов, поведению, также точек зрения, без применения давления, преимущественно методами разъяснения и убеждения. В основу понятия толерантности включается, во-первых, признание. Это способность видеть в другом именно другого, как носителя других ценностей, другой логики, мышления, других форм поведения. Во-вторых, принятие – это положительное отношение к таким отличиям. В-третьих, понимание – это умение видеть другого изнутри, способность взглянуть на его мир одновременно с двух точек зрения, своей собственной и его. Декларация принципов толерантности, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 16 ноября 1995 года, принимает во внимание соответствующие международные акты, в том числе акты, представленные в вашем внимании на слайде. Это международные пакты, конвенции, декларации разного уровня и разных форм действия. В статье 2 говорится о том, что в статье 2 по конвенции ЮНЕСКО говорится о том, что чтобы сделать общество более терпимым, государствам следует ратифицировать существующие международные конвенции о правах человека. И если это необходимо, разработать новое законодательство с целью обеспечения в обществе равноправного подхода и равенства возможностей для всех групп и отдельных людей. Президентом России Владимиром Путиным разработана программа воспитания молодого поколения в духе толерантности. Программа направлена на формирование толерантного сознания и профилактики национального экстремизма, в том числе антисемитизма в гражданском обществе. Таким образом, проблему толерантности можно отнести к воспитательной проблеме. Проблема культуры общения – одна из самых острых в школе, да и в обществе в целом. Прекрасно понимая, что мы все разные и что надо воспринимать другого человека таким, каким он есть, мы не всегда ведем себя корректно и адекватно. Важно быть терпимым по отношению друг к другу, что очень непросто.
Педагогика сотрудничества, толерантность, те понятия, без которых невозможны какие-либо преобразования в современной школе. Действительно, образовательная деятельность является главным средством развития толерантности в обществе. Как отмечается в Декларации принципов толерантности ЮНЕСКО 1995 года, основой или фундаментом толерантности в самом широком понимании является индивидуальный уровень, так как эта индивидуальная добродетель содержит в себе все прочие аспекты бытия толерантности. Цивилизованная, этническая и социальная форма. Особенности терпимости и толерантности в работах, представлены в работах Солдатовой, Макаровой и других. Они описываются как активность, равноправие, сотрудничество, взаимопонимание и так далее. Виды терпимости и толерантности выделили такие ведущие ученые, как Зембули, Петрицкий. Они понимают виды терпимости как квазитерпимость, и виды сдержанности в контактах, когнитивных, аффективных поведенческих реакциях, оценки на терпимость, также представлены в работах этих ученых. И надо сказать, что под псевдотерпимостью понимаются ложные или притворные случаи проявления сдержанности в эмоциональных ситуациях с целью сознательного введения кого-либо в заблуждение, например, проявление сдержанности с целью холодного расчета, личных выгод, лицемерия, оценках поведения и так далее. Особый интерес с точки зрения внедрения в педагогическую практику принципов толерантности отводится вальдорфской педагогике. Один из принципов обучения и воспитания детей, создание вальдорфской системы в целом, это нравственное свойство воспитания, что тоже соотносится с понятием терпимости, еще провозглашенное в позапрошлом веке таким ведущим немецким ученым, как Штейнером и его последователями. Одним из ярких представителей советской педагогики является Василий Александрович Сухомлинский. В основе его взглядов, по сути, лежат гуманистические идеи толерантности. Он писал: в наших руках величайшее из всех ценностей мира – это человек. В своей работе Павловская средняя школа Василий Александрович отмечает постулаты этнического поведения воспитанников. Среди них это активная позиция против терпимости, нетерпимости по отношению к злу. Не будь равнодушен к злу. Борись против зла, обмана, несправедливости. Будь непримирим к тому, кто стремится жить за счет других людей, причиняет зло другим людям. В этом видится граница допустимого, где достоинство является мерилом терпимости. Знай, что существует граница между тем, что тебе хочется, и тем, что можно. Проверяй свои поступки вопросом самому себе: не делаешь ли ты зла, неудобства людям. Идея толерантности в современной педагогике встречается в работах педагогов-новаторов, таких как Амонашвили, Ильин, Лысенкова, Шаталов и многих других. Так, например, Шалва Александрович Амонашвили в процессе управления обучением и воспитанием детей вводит безусловные правила. Вот некоторые из них. Принятие личности каждого ребенка, учет индивидуальных особенностей детей, воспитание и обучение с позиции уважения, достоинства, веры в ресурсы ребят, совместное создание атмосферы сотрудничества, саморазвития, сотворчества. Воспитание толерантности, воспитание терпимости к иному образу жизни, мнению, поведению, ценностям в этой атмосфере и раскрываются действительно подлинные возможности человека в обществе. И если человек реализует их, то наступает расцвет культуры, расцвет дружественных сообществ, которые и влияют на общую картину мира. Способность принять иную точку зрения становится одной из характеристик человека, обладающего устойчивыми социальными, нравственными убеждениями, готовы усваивать и перерабатывать информацию, разумно участвовать в политической жизни. И при проявлении признаков толерантности нужно учитывать также и признаки интолерантности. При интолерантности нужно обращать внимание на следующее. Это язык, стереотипы, насмешки,
предубеждение, дискриминация, преследование, осквернение или порча, запугивание, изгнание, отчуждение, сегрегация, подавление, насилие. Именно эти вещи, они и являются одними из признаками интолерантности. Специфика педагогического диагностирования в сфере воспитания толерантности состоит в том, что проявление толерантности не так сильно бросается в глаза. К тому же их диапазон довольно широк. От ограничения пагубных проявлений нетерпимости до ответственности, являющихся пределами толерантности. Сущность толерантности состоит в том, чтобы уважать права других, быть такими, какими они есть, не допускать причинения им вреда, поскольку причинение вреда другому означает причинение вреда всем, в том числе и самому себе. Сферы проявления толерантности – религия, образ жизни, национальность, политика, отношения между социальными группами, профессиональная деятельность. Толерантность предполагает конструктивное отношение к любым проявлениям различий между людьми, к разногласиям и социальным конфликтам. Все педагогические системы имеют свою собственную воспитательную составляющую, в их основании лежит как социальные цели социализации, окультуривания, так и более конкретные цели – приобретение свойств, необходимых для социокультурного бытия. Образ жизни в социокультурной среде предполагает установление межперсональных, внутригрупповых, межгрупповых отношений, соблюдение этнических и иных норм совместной жизни, что позволяет воспитанию выполнять системообразующую роль в образовании. Законодательство Российской Федерации требует ориентации содержания образования на формирование у обучаемых расовой, национальной, этнической, религиозной, социальной, мировоззренческой толерантности. Непосредственно содержание образования реализуется и раскрывается учащимися на уроке. Содержание урока определяет сам учитель, руководствуется образовательным стандартом, учебным планом и программой. Он же в соответствии пункта 4 статьи 55 Закона РФ об образовании имеет право на свободу выбора, использование методик обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся и воспитанников. Содержание отдельных уроков конкретизируется учителем с учетом поставленных задач, необходимости, отражения специфики производственного и социального окружения школы, уровня подготовленности, интересов учеников. Диалог – это особый уровень общения, на котором достигается определенная свобода от стереотипов, шаблонов при восприятии инакости. Диалогическое взаимодействие проще всего организовывать в дискуссионных формах, организации обучения. При этом следует помнить, что дискуссия – это есть не спор или диспут, а коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы. Следовательно, дискуссия – не только метод обучения, но и также ситуация ценностно-смыслового обмена, средства организации, смыслообразующей активности и самоуважения ребенка в учебном процессе. Культура межнационального общения – готовность, умение человека общаться с представителями разных культур, способность учитывать их национальную специфику, деликатность, терпимость в любых ситуациях, зависящая от общего уровня развития личности. Понятие толерантность, следовательно, является первой ступенью развития культуры межнационального общения. Для поликультурного воспитания неприемлема идея абсолютной толерантности, которая иногда становится социально опасной, так как предполагает воспитание в духе предельного конформизма или готовности поступиться принципами толерантности. Между тем, учащихся необходимо воспитывать интолерантность как активное непринятие социальной несправедливости, ксенофобии, национализма. Националистические стереотипы и предубеждения могут определяться как этноцентристская интолерантность, суть которой в том, что исключаются какие-либо альтернативы и компромиссы во взаимоотношениях представителей этнокультур. Этноцентристская интолерантность проявляется от невежливости в быту, поведении до дискриминации и агрессивности. В ее основе лежит ксенофобия или этнофобия, воинственный этноцентризм, то есть осуждение чужих культурных ценностей, навязывание собственных, неверное суждение о других этнокультурных общностях, отрицательная реакция на членов определенной этногруппы и другие. Носителями этноцентристской интолерантности могут быть молодежь, учащиеся, представляющие ведущие и малые культуры. Важный путь к толерантности – это отрицание интолерантности в виде конформизма
и ксенофобия. Миролюбивость, уважение к другим языкам и тем, кто на них говорит, терпимость к этническим, религиозным, политическим, конфессиональным различиям, деликатное отношение представителей всех этнокультурных групп, признание возможности равноправного существования другого, эти направления поликультурного, толерантного воспитания сегодня должны быть в особом внимании образовательной политики современной России. Спасибо за внимание.